Здравствуйте, меня зовут Ахмина Набиева. Я представляю юридическую фирму Red Eagle Law LC. Данное видео посвящено приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенной Госдепартаментом США и вступившей в силу 21 января 2026 года. В настоящее время мы готовимся подать групповой иск, оспаривающий законность данной приостановки в той мере, в какой она применяется к нашим клиентам. Групповой иск будет подан в Окружной суд США, округ Колумбия. Требования для участия в групповом иске. Для участия в данном групповом иске необходимо соответствовать 3 обязательным категориям. Первое. У вас должна быть уже одобренная иммиграционная петиция на основании воссоединения семьи или по трудовой категории. Участники лотереи ДВ-2026 в этот иск не вступают. Для них предусмотрен отдельный групповой иск. Второе. Ваша заявка на иммиграционную визу, форма ДС-260, должна уже быть подана и присвоен номер кейса. Участие допускается как для заявителей, недавно подавших форму ДС-260, так и для тех, кто уже прошел визовое интервью. И третья категория. Вы не должны состоять в другом групповом иске, оспаривающем приостановку обработки и выдачи виз для граждан 75 стран. Важные даты. Для участия в этом групповом иске необходимо успеть зарегистрироваться до 6 февраля 2026 года. Мы планируем подать иск 20 февраля 2026 года. Многие заявители на иммиграционные визы подпадают как под приостановку для 75 стран, так и под один из запретов на въезд, введенных президентом Трампом. Настоящий иск не оспаривает эти запреты на въезд. Если вы являетесь гражданином одной из 40 стран, на которые распространяется запрет на въезд, и решите участвовать в данном иске, важно понимать, даже при успешном исходе он устранит только одно препятствие на пути к получению визы, но не отменит всех действующих ограничений. Вы можете участвовать в иске, но ожидания должны быть реалистичными. Дополнительные положения. Как и любой судебный процесс, групповой иск не гарантирует положительного результата. Кроме того, не является коллективным иском class action. В связи с этим правовая защита предоставляется исключительно заявителям, поименно указанным в иске, и не распространяется на иных претендентов на иммиграционные визы. Стоимость участия. Стоимость участия в иске составляет $2000 США за одного основного заявителя и включает всех членов семьи без дополнительной оплаты. В случае, если подаются заявки на визу 2 родителями по категории IR5, взимается оплата только за одного заявителя. Условия оплаты. $1000 США при оформлении участия, и остальные $1000 США подлежат оплате только после въезда в США. Отсроченная часть оплаты может быть внесена 4 ежемесячными платежами по $250 США. Примечание. Если вы участвуете в иске и основному заявителю по вашему делу выдана виза, по которой он въехал в США, вы обязаны будете оплатить отсроченную часть платежа. Отсроченный платеж не зависит от вынесения судом благоприятного решения. Как принять участие? Вы можете связаться с нами, если у вас есть дополнительные вопросы. Регистрация для вступления в групповой иск проходит онлайн на сайте Red Eagle Law. Для этого вы можете перейти по ссылке ниже. Спасибо за внимание.